В этот раз власть применила новую технологию запугивания. И надо понимать, что эта власть другие методы не имеет. Вообще все авторитарные страны в мире, они начинают вот пугать, сажать, репрессировать. Вы знаете, накануне митингов, минимум за неделю, власть сепарировала наиболее известных активных людей, обвинила в самых разных там нарушениях закона, вплоть до того, что бег в поддержку Марата Желымбаева, обычный бег, квалифицировался ими как несанкционированный митинг, и их задерживали. Посадили на 15 суток, там, на разное количество суток. То есть власть работает так, выявляет неких активных людей, потенциальных так называемых зачинщиков, и закрывает их на период, когда предполагается будет проведен митинг 25 октября, чтобы их там не было, чтобы они не могли возглавить этот протест. Вот, собственно, вот вся технология. Теперь смотрите, что делала власть? Телевидение им запугивало, Токаев делал различные заявления. От МВД говорили, что якобы это организовывает экстремистская организация ДВК, в чем экстремизм непонятно, но экстремизм. Мы не позволим. Нагоняли бронетранспортеры, патрули, машины с решетками. В школах учителя, директора собирали учеников, говорили: дети, не ходите, не портите свое будущее. Студентов запирали в общежитиях, тех, кто живет за пределами этого города, где они обучаются. Им говорили: езжай к себе. Их всех выгоняли до 30 октября, что называется, чтобы их там не было. То есть везде тотальное давление было. Да, раньше тоже было давление, но я могу сказать, что именно ситуация с 25 октябрем была беспрецедентная. То есть такого давления не было никогда. Ну и, собственно, о митинге узнала вся страна. Вся страна. Я обращался к нашим сторонникам и говорил, что нам нужны ресурсы, чтобы прорекламировать митинг на 25 октября. Но рекламировать нам ничего не пришлось, потому что это сделала сама власть. Ну, вы зададите вопрос, а почему вот этот режим так был напуган? Сидит где-то далеко Мухтар Аблязов в Париже. Ну что они его так боятся? Ну, мне пишут, они вас боятся. На самом деле здесь нужно просто, знаете, как поставить диагноз, эту ситуацию разобрать, и тогда вам будет понятно, что делать дальше. Или вот, что называется, когда организм больной, правильный диагноз, подбирают лекарства или какие-то другие действия и лечат организм. Правильно? Вот в данной ситуации мы должны разобраться, почему власть именно 25 октября так сильно боялась. С чем это связано? Ведь были же и другие митинги. Но почему власть до такой степени была напугана? Делал заявление Токаев, говорил: вот, мы не допустим, не позволим и тому подобное. Почему власть выделила огромные деньги блогерам, которые заполонили собой ТикТок, другие социальные сети, и говорили: не ходите дети, не ходите люди, не ходите взрослые, закрывайте окна, шторы и все прочее. Почему? Для чего? Почему выделили такие ресурсы, чтобы запугать население? На митинги выходит не Мухтар Аблязов, на митинги выходит народ. То есть задача была запугать народ, первое. На митинги призвал Мухтар Аблязов. И второе, конечно же, на митинг мог позвать любой человек, находящийся за пределами Казахстана. И вы знаете, что власть на это вообще не будет реагировать. Вообще ни на кого. А почему-то реагирует на Мухтара Аблязова. Значит, у власти есть два страха. Первый страх — это народ. Второй страх — это Аблязов. И давайте разберемся, почему. Почему эта власть вдруг сейчас вот такую панику проявляет. В случае со мной вообще не проблема, потому что я когда вышел из тюрьмы 9 декабря 2016 года, мне было достаточно выйти в интернет и попытаться дать прямое интервью. Сразу интернет в стране выключили. И 3 года вообще выключали все время. Те, кто ведет бизнес рекламный, жалобно говорили: вы можете выходить, Мухтар Аблязов, позже, ночью, когда мы все спим. У нас интернет в стране выключают.
из-за вас. Я говорю, я здесь во Франции, что теперь должен горячую воду выключить, потому что из-за меня, за то, что я моюсь, у вас там в Казахстане горячую воду выключают. Я вообще-то в Париже в интернете выступаю, а не в Казахстане. Смеялся по этому поводу. Но, тем не менее, вот этот страх режим пережил, 3 года выключал интернет, а сейчас, вот, начиная где-то приблизительно с 2019 года, ну, ограничивает, но не отключает полностью. Но, тем не менее, страх есть. Вы видите, когда я призываю на митинги, такая мобилизация идет, полиция, армия и все прочее. И, безусловно, всегда власть боится народа. Боится правильно, между прочим. Потому что народ свою силу продемонстрировал. Ну вот, в январе 2022 года наш народ вышел с требованием «Шалкет, парламентская республика». А парламентскую республику продвигала именно наша политическая организация «Демократические выборы Казахстана». И вы понимаете, что 500 000 человек в нашей стране не могут одновременно произносить «парламентская республика» сами по себе, если бы это не стало их пониманием, единой целью. А это возможно только тогда, когда политическая организация убедила миллионы людей в том, что в нашей стране нужна парламентская республика. Это значит, мы влияем на сознание людей, на миллионы людей влияем, именно поэтому эта власть нас боится. Потому что в 2022 году сотни тысяч людей вышли с нашими лозунгами, с политическими требованиями. Сначала говорили «газ елю», но прошел день, и народ начал говорить «шалкет, парламентская республика». То есть вы должны понимать, что этот режим боится нашу политическую организацию, меня лично, который является спикером этой политической организации, и боится народ. Ну, народ правильно боится, Токаев. И вот, собственно, теперь над этим народом массированно работали. В школах, чтобы дети боялись. Маленькие дети, чтобы боялись. Учителя, в институтах, преподаватели и так далее тотально прошлись по всей стране. Тотально. Некоторые бизнесмены, я видел видео, когда они собирали в цехах своих работников и говорили: не идите на митинг. Это я везде видел, тотально. А это о чем говорит? Вы задали себе вопросом, а почему это сейчас именно происходит? Потому что именно сейчас власть понимает, что очень опасная для них ситуация. Им есть что терять. Им десятки миллиардов долларов, деньги потеряют. И не просто деньги. Это не значит, что они убежали из страны. Многие переживают, что эти люди убегут из страны, и завтра они уедут с капиталом, и мы их не найдем. Нет. Нынешние люди, которые находятся у власти, прекрасно знают, что мы их найдем. Не просто деньги отберем, мы их экстрадируем, мы их посадим. Нет, убивать мы их не будем. Как мне здесь пишут в личке, а давайте мы их казним. Или когда мы казним Токаева. Нет, мы будем строить цивилизованное государство, мы их просто посадим.